Эти кадры в свое время облетели все социальные сети и новостные паблики. Машинист, подъезжая к переезду в Назране, останавливает поезд и смотрит по сторонам. Он тоже думал, что будет наоборот. Но водители и пешеходы здесь зачастую не слышат сигнал и стук колес. В итоге то и дело. Сводки появляются ДТП на железной дороге. Как говорят сотрудники госавтоинспекции и работники РЖД, люди забывают, как опасен проезжающий поезд. Железнодорожный переезд – это место повышенной опасности, поэтому дорожно-транспортные происшествия, которые здесь происходят, несмотря на их небольшое количество, имеют тяжкие последствия. Поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными, осторожными и осмотрительными при проезде железнодорожных путей. Машинист жалуется, пешеход бывает проходит, и когда проход запрещен. Также и машины, водители приезжают, где разворот запрещен, делают разворот. А так мы как бы обслуживаем железную дорогу, ставим знаки, что проход запрещен. Сотрудники РЖД совместно с инспекторами с самого утра раздают листовки с призывом быть осторожными на железнодорожных переездах. Это еще одно напоминание не забывать, что жизнь не стоит нескольких минут ожидания. С начала этого года на железнодорожных переездах Северокавказской железной дороги уже произошло 3 ДТП, в результате чего погибли 4 человека. Такие профилактические мероприятия дают свои результаты. Если одни водители пренебрегают правилами, другие берегут свои и чужие жизни. مشان سخ ملاخ كياخ كلشنا لورلي ياخدهن شعالهن دهن أبسنوك مشان جدهن كرسنو يهزدهن فوز دباش خندهن لورول ويزدهن ده حج ويزدهن صحجي واشته داستهن قمدي ناخدهن شنو قمدي مشان دهن مسنين دهن زموهم خلش دهن خلهم خلش مسني مخاشيست لوردل شيء شورتقليل شيء شيلدك خدوات دول خوص المادريات دولت كيجنا أربعون سياخون كيجنا أخيتون لجلات تجروي كيجنا لجلات اشتدقنا داسوي شورتик خلش пешеход да девятич югу по правилам особенно лил визштей тендол отлуг вас поезда дол эти свиз. Молодежь вообще це поезда баш бо меня ката барахажец наушник щех кабо телефон тебе либо хил хули что эй сюрся тебе ж мохтигиш хани студенты ж поезд бышан осторожно я хули что боколлор ли адаркас це студенты ж квей молодежь более повнимательнее хала дук хамадит чаг лорвалвиш бахетш Хай лорлой им поезд. يا الله لوق دا جانر باش برك بيش سموجه كذي كلاغ يلي دا هاي حاجة سك اشتسخبم ودج بالي زيختو حاجة اشتحم دقاس. Пассажирские и грузовые поезда здесь проезжают ежедневно. Как только железная машина вступает на предупреждающую дистанцию, работники путей включают сигнал, срабатывают светофоры. Правда, пешеходы не соблюдают правила, ожидают проезда слишком близко, а некоторые проходят по проезжей части, хотя в 150 метрах отсюда есть пешеходная дорожка. Словом, сотрудники госавтоинспекции просят не создавать аварийные ситуации и быть бдительными. Поезд болашан, валли водители же транспорт ляг луцуин, лор луцуин, и будет да цмоточки разворот, хар саба хаюна разворот. А масхан сахули сихдык водители жди. Сон фаалур южешке водители би машин заллон бажба. О моточки лордол дикет шахрас, лордол дезеше южери ханиалче. Что опасно мотигир. Там да поезд открытый. Вообще шансы есть. Коли высоко я бог мотигир. Водителям запрещается пересекать железнодорожные пути, есть на закрывающийся шлагбаум, если шлагбаум закрыт, на запрещающий сигнал светофора, а также на запрещающий сигнал от дежурного. Также запрещается пересекать железнодорожные пути, если за переездом образовался затор и водитель может остановиться на переезде. Если сравнивать со статистикой ДТП на дорогах, аварий на железнодорожных путях, конечно, меньше, но тяжесть последствий гораздо сложнее. Вспомнить только случай, который произошел в 2023 году в Ингушетии. Ничего не предвещало беды, когда 8-летний Ибрагим, который шел к другу, не заметил поезда. Вагоны с тоннами груза во главе с локомотивом чуть не затянули ребенка под рельсы полностью. Мальчика вовремя заметили, и он чудом тогда остался в живых. В самый последний момент повернулся, он мне в глаз ударил. Я упал, и меня переехали. Мне было очень больно.
Под колеса поезда чуть не угодила в 2022 году и студентка Ингушского вуза. Девушка слушала музыку, когда переходила через переезд. На шум и крики прохожих и сигнал поезда никак не реагировала. Громкая мелодия могла лишить жизни, но, к счастью, все обошлось. Она получила ушибы и испуг. Такие случаи, к сожалению, лучшее напоминание тому, как важно смотреть в оба, не разговаривать по телефону в этот момент и, самое главное, следовать своему инстинкту самосохранения. Профилактические рейды сотрудники госавтоинспекции, работники РЖД будут проводить и дальше. Важно, чтобы каждый соблюдал простые правила, которые могут спасти вашу жизнь. Рина Цичева, Султан Лугушков, Магаз 24.